Я фреши давил. Давил. На братьев работал. Моя мама говорит, я дочь печника, а ты сын бизнесменов. Мы разные. Я крымский татарин, я должен держать марку, я должен быть лучшим. С одними мы кардинально уже живем в разных мирах. Возможно, поэтому мы более успешны, чем другие. С другими мы живем в похожих мирах, но в разных измерениях этого мира, да? Люди сюда приходят за настроением, за эмоцией, за общением. Это место встречи. Есть моменты, где опыт предыдущего поколения может тебя сдерживать от достижения чего-то. Как минимум, каждую пятницу я приезжаю на Джума намаз в Текие. У нас в Текие-Дербыши восстановленная мечеть. И мы туда собираемся. И у нас свой джумат. Ездим. По сути, старый город. Много сейчас народа собирается в Текие? Да, достаточно. Да. Что это за, скажем так, общество? Что это за сообщество? Молодое, старое? Такое, вот если по возрастным, скажем так. Если по возрастным, то больше, наверное, взрослые. Потому что как раз-таки восстановление мечети занималось вот поколение моего отца и мой отец в том числе. И они продвинули, сделали возможным снова читать намазы в этой исторической мечети. Что для вас религия? Какой-то моральный ориентир, компас? Как оно определяет вашу каждодневную жизнь? То есть насколько часто вы обращаетесь к этим принципам, когда принимаете там решения в бизнесе, решения там семейные и так далее, и так далее? Безусловно, религия для меня это моральный ориентир. В целом, я думаю, что любая религия, она дает человеку руководство к жизни, как делать можно, а как делать нельзя. Ислам – это идеальная религия, единственная вера. Есть примеры из жизни, когда некие принципы, подвязанные религиозным учением, дают свои плоды. Вот расскажу один кейс. У нас с братом есть помещение в Евпатории. Мы начали заниматься сдачей в аренду его. Еще до того, как мы вывесили объявление, на нас вышли ребята, которые хотели там открыть мясной магазин. И они были очень настойчивые, очень они хотели это место. Но была загвоздка в том, что они торговали свининой. Мы бы не хотели сдавать это помещение под такой вид деятельности, да, и одно из условий для нашей сделки было отказ их от данного вида мяса. Они с опаской и с риском для себя согласились. Для них это было непростое решение, потому что это маржинальный продукт, то, с чего они зарабатывают. Но как итог, они выиграли только от этого. Сейчас у них отличное место, профит с того, что этот бизнес им приносит действительно хорошие деньги. Я думаю, да? Потому что они уже не один год у нас арендуют, у нас классные партнерские отношения. Супер. Это уютно, классно. А самое главное, вкусно пахнет. Концентрация кофе на квадратный метр зашкаливает. Да. Так, это что же часть вашего бизнеса? Это одно из новых, точек. Не сказать, что направление новое, это брендовый бутик кофе-обжарочной фирмы Хаве. Поэтому это часть нашего бизнеса, безусловно. Именно вот этот кофе-бутик, я приложил руку к его созданию, да. Мы здесь... Ваша лепта внесена. Да, моя лепта внесена. Мы здесь сделали планировку и с братьями как под управление его взяли, этот кофе-бутик. В принципе, мы в Хаве обжарочной не работаем, но конкретно брендовый бутик у нас находится под управлением. Интересно. Я смотрю, здесь Эльзара Сидометова приложила свою руку, да? Это ее история? Абсолютно верно, да. Угадала? Узнаваемый почерк у Эльзары, она большая молодец. Она прям нам за лето приехала на пару дней и сделала 5 красивейших композиций. Одна из них, я думаю, что самая красивая, потому что она объемная и в интерьере максимально сочетаемая, находится в нашем кофе-бутике.
Мгм. Вообще, как люди воспринимают, да, вот эту историю с кофе? Насколько, скажем так, она понятна и принимается? То есть насколько она связана с Крымом? О Крыме же всякие стереотипы есть, да? И уж точно кофе не тот стереотип, Мгм. который, ну, скажем так, живучий и долгий, да? Э, Если смотреть, да, смотря какую группу брать, кто Ага. как воспринимает. Если это туристы, то для них это, наверное, больше некая новинка. Это открытие, что кофе жарится, есть кофе-культура. Мгм. И наша обжарка, наше производство находится на высоком уровне Мгм. вкусовом. И для них это больше некий сувенир, некий подарок, некий вкус Крыма, который они открыли для себя по приезду. Мгм. Если же брать местных, крымских татар и Мгм. другие национальности, то, в принципе, для всех уже кофе и мы, как бы, оно едино. Да? Мгм. Все знают, что придешь в Ну, гости к мы крымскому татарину. невозможно без кофе Да, абсолютно, первым делом выпьешь хаве. да. Да, это Кстати, точно. хаве. А, Вообще, если говорить о бизнесе, вообще о вас в бизнесе, да, то есть был ли у вас опыт работы в найме, или вы сразу вот включились в эту историю Мгм. про бизнес, вы стали частью каких-то процессов бизнесовых, то есть насколько вам, скажем так, знакома история вне бизнеса? Абсолютно знакомо. Абсолютно знакома. Потому что, по сути, большой в найме я и работаю до сих пор, Мгм. так как я управляющий аптечной сетью UVS. Аптечная сеть UVS – это сеть, в которой учредители разные, в том числе мои родители тоже там состоят в доле, но Мгм. у нас отношения там сугубо рабочие. Мгм. Это найм, я там управляющий, наемный сотрудник, который выполняет свои обязанности. И как эти ощущения? Нет желания вырваться куда-то? Желание есть, ну, параллельно делаем то, Мгм. что можем двигать параллельно, двигаем параллельно. Но я думаю, что в свое время найм полностью закончится и останется только бизнес. Только бизнес. Да. Я очень часто слышу от предпринимателей некоторых, да, что в Крыму очень сложно вести бизнес. То есть это проблемы с логистикой, это увеличивает там издержки, то есть объем издержек, да, на продукт. Соответственно, это влияет на цену, достаточно тяжело удержаться на рынке и так далее, и так далее. То есть насколько вам комфортно, скажем так, вести бизнес в Крыму, насколько комфортно вот справляться с логистическими всеми этими сложностями и прочее, прочее. Мне кажется, что вести бизнес в принципе непросто. Мгм. И в любом месте, да. Если рассматривать Крым, безусловно, есть какие-то сложности, которые ты должен преодолеть, но я не думаю, что они настолько невыполнимы, настолько тяжелы, чтобы это было прям препятствием к тому, чтобы начать свое дело. Логистическая издержка покрывается тем, что ты просто думаешь на несколько шагов вперед и закладываешь на логистику больше времени и делаешь какие-то заказы заранее. История, то, что Крым вроде как отдаленный регион, но это уже не важно в наших реалиях. Мы живем во Абсолютно. время глобализации, есть интернет, есть онлайн-созвоны, которые просто решают Слушайте, 90% ну, проблем. физически-то все равно надо что-то доставлять. Да, если твой бизнес связан с товаром, который надо доставлять физически, то да, опять же таки, твой бизнес может быть связан с товаром, который ты реализуешь на территории полуострова и не выходишь за пределы. В этом нет проблем. Если ты же решаешь выходить за пределы Крыма, то есть варианты, и ты можешь абсолютно без проблем содержать склад в Москве и жить в Крыму. Мгм. Ты сейчас хочешь выйти на рынок, ты заходишь на marketplace и выходишь на рынок. Тебе не обязательно для этого самому продумывать свою логистическую цепочку или продумывать свои каналы сбыта. У тебя он уже есть. Тебе просто надо взять и начать. Возможности для этого присутствуют из любой точки. А физически не хотелось выйти за пределы полуострова? На данный момент, наверное, нет. Потому что у нас как будто бы продукт пока более локальный. Но, иншаллах, если придет такой день, когда наш продукт достигнет уровня выхода на масштабный рынок, мы обязательно это сделаем. Ну вот, если рассматривать кофе-обжарку, да, это как уже семейный бизнес, возьму чуть шире, то мы запустили обжарку в Узбекистане.
Это круто, она там, я считаю, что довольно успешной и еще более перспективно, нежели в Крыму. Потому что в Узбекистане это все в новинку, рынок более свободный, люди еще не сформировали полноценную культуру кофейную, но она очень активно формируется за счет того, что в Узбекистане много молодежи, им это очень интересно, они считают это прогрессивно, и это все вот прям массово внедряется. Да, здесь, приведу кейс, здесь, чтобы зайти нашим кофе в новиковский ресторан, нам надо постараться, неимоверно, и пройти там сотни конкурентов, и быть лучшими. А там мы сразу лучшие для того, чтобы зайти к ним. На чистом поле, получается, или все-таки есть какая-то конкурентная среда? Есть конкурентная среда, но явно океан, да, и не красный. То есть у вас уже опыта больше, шишек набили больше в этом смысле, да? Да. Там уже наш опыт, он уже, безусловно, применим. Знаете, я каждый раз, когда мы вот делаем интервью, и интервью с новым поколением на наших крымских татар, я всегда задаюсь одними и теми же вопросами, иногда даже повторяю. Знаете почему? Потому что интересно сравнить, да. И один из таких вопросов – это про внешние и внутренние, да, вот такие синхронизации, что называется. Мы очень часто говорим о том молодом поколении, которое выехало, и теми, кто остался. И иногда, когда попадаются вот эти рефлексии где-то на мой радар, они выпадают, и я понимаю, что есть какая-то вот такая конкуренция. То есть либо той стороной, либо этой стороной озвучивается такая конкуренция. То есть те, кто уехал, полагают, что ну вот мы здесь попрогрессивнее будем, а вот те, кто остался, ну что там, провинция, сложность логистическая, я не зря, скажем так, да, с этого начала наш разговор и так далее, и так далее. То есть вот такая немножко ревность, немножко конкуренция, она иногда присутствует. Вот такая внутрипоколенческая, да, но связана с разной географией. Как вам ощущается, как вам видится? Есть такое, что-то в воздухе летает? Не чувствую конкуренции с теми, кто выехал. Возможно, это их часть самоутверждения, что мы выехали и состоялись, и вот посмотрите, мы тут даже круче, чем вы там. Но, как по мне, вообще конкуренция – это круто. Пусть будет конкуренция. Давайте конкурировать друг с другом. Давайте делать лучше, достигать высот. Если ты выехал за пределы полуострова и добился результатов, я только буду за тебя рад. Машалла, у тебя получилось. Ты сделал это. И я уверен, что большинство из тех людей, кто уезжает и чего-то добивается, тем не менее трепетно относятся к Крыму. И, это константа. Да, безусловно, они принесут только пользу этим полуострову и народу. Но я бы не сказал, что конкуренция явна. Я вижу, что мы, знаете, мы как будто чуть в разных мирах живем, да, опять же таки, смотря кто куда уехал. Есть же разные направления, конечно, куда можно уехать, конечно. И от направления сильно зависит то, как воспринимает себя человек, то, как там я, крымский татарин, живущий в Крыму, воспринимаю этого человека. С одними мы кардинально уже живем в разных мирах. С другими мы живем в похожих мирах, но в разных измерениях этого мира, да. Поэтому все субъективно. В целом, надеюсь, что все будут помнить, откуда их корни. Знаете, есть еще одна рефлексия, скажем так, на эту тему, да, и для меня она тоже была немножко удивительной, скажем так, да. Я ее заметила на страничках там одного блогера, который сегодня находится в Турции, и он полагает, что выехать за пределы Крыма – это жуткая смелость. То есть это начать с нуля, это выстроить социальные связи какие-то, состояться в иной культурной атмосфере, экономической атмосфере, то есть найти себя, да, и реализоваться. И он полагает, что это хороший опыт, с одной стороны, с другой стороны, это вызов себе, и тот, кто не уезжает, тот не рискует и не, ну, скажем так, проявляет некий страх, скажем так. Вот такая мысль была озвучена. Как вы думаете, имеет место быть? Безусловно, выехать в новое место и начать там жизнь с нуля, пересобирая ее на коленках, это смелость. И это непросто. Когда у тебя сформирован круг общения, когда ты уже состоявшийся человек и полностью менять свой уклад жизни, непросто. Тем более, если это место, где есть языковой барьер, где есть какие-то законодательные разницы между тем местом, где ты жил, и тем, куда ты переехал. Это тяжело. Я бы не назвал, что если ты не переезжаешь, это трусость. Это твое решение. Каждый сам решает, где ему быть. Если ты решил переехать, не кричи, что ты самый смелый. Это твое решение. Сам неси за него ответственность. Переехал, у тебя получилось.
молодец. Думаю, что да, есть в этом только правды, даже очень даже не маленькая. Не маленькая. Да. Вы родились в Кизлеве, насколько я понимаю, да? Буквально 100 метров отсюда. 100 метров отсюда. Да. Самое любимое место в этом городе и почему оно для вас ценно? Где вы обычно пропадаете? Я очень люблю старый город. Наверное, потому что с ним связано у меня много воспоминаний. Это время, когда строился комплекс Дживаль. И моя первая работа. Наверное, не только у меня, а у целых, даже не одного поколения кизлевцев воспоминания связаны со старым городом и с кварталом гостеприимства. Ни одна семья была оттуда выпущена, так сказать. Поэтому эта часть города для меня особенная. Первая работа там. С кем вы, с какого старта вы начали? Кем вы начали работать? Я фреши давил. Фреши, да? На братьев работал. На братьев Они эксплуатация. сказали, давай, ты уже взрослый, тебе уже сколько там, 14 лет. И вперед. Какие были ощущения? Какой опыт это? Да, это прекрасный опыт. Это то, когда ты становишься частью нового общества. Ты раскрываешься, заводишь новые контакты, новые связи, учишься заводить эти контакты. Поэтому, если есть возможность, а главное желание, то это круто. Если, конечно, желания нет, то не надо ломать и заставлять. Важно подростку давать вот этот вот первый опыт работы? Важно ли, ну, скажем так, погружать его в эту атмосферу? Потому что у нас, ну, обычно в крупных городах так и происходит, да, и когда кому-то рассказываешь, ну, многие удивляются, что там в 14, 15, 16 лет люди работают, имеют свою кассу, что называется, и сами планируют какой-то свой бюджет. Я думаю, что это важно и это правильно. Но, по крайней мере, у нас так заведено, да, что мы привыкли, мы учимся труду с ранних лет. Возможно, поэтому мы более успешны, чем другие. Вы думаете, это определяет успех? Я думаю, что трудолюбие нашего народа определяет успешность его. Если говорить о Кизлеве вот в контексте чужими глазами смотреть на Кизлев, да, что бы вы в первую очередь рассказали про Кизлев, чтобы вы с чем бы познакомили тех, кто вот впервые здесь? С чем бы я вас познакомил? Наверное, Кизлев – это... Я бы рассказал человеку, что Кизлев – это то место, где встречается степь и море, где степные ветра с запахом полыни сталкиваются с морским бризом, и это создает его аутентичность, его шарм. Безусловно, наш город солнечный. Солнечный? Статистически в Кизлеве 260 солнечных дней в году в среднем. Может быть и больше, может быть до 300. Представьте, каждый день практически солнышко светит. Поэтому Кизлев – это город, море, степи и истории. История. У нас 2500 лет нашему городу. За это время он напитался разным колоритом. И сейчас он готов вам эти колориты, эти исторические эпохи раскрыть. А если бы вы говорили про Крым, что бы вы тогда про Крым рассказали в первую очередь? Крым, я бы рассказал о многогранности Крыма. На своей небольшой территории очень многогранен. И не только территориально, не только ландшафтно, да, и эмоционально в том числе. Поэтому Крым – это то место, где ты можешь ознакомиться с разными абсолютно людьми, эмоциями и ландшафтами, буквально не выезжая за пределы полуострова, в часовой доступности. Вы сказали, что Крым эмоционально отличается. А как бы вы эмоциями описали бы, ну, например, центральную часть Ахмеджит? Ахмеджит – это город, в который скапливается все. Все с Крыма, да. Это город-собиратель все-таки, да, вот как бы это советское клише не собака. Не собака советское клише. Как бы это советское клише не звучало, да, вот по такому, по-старому, но действительно это город, куда стекается
Давайте назовем транзитом. Транзит, ну как, он для транзита слишком большую комиссию берет, знаете. Компьютерный клуб – это наш один из последних проектов. Сейчас нашему клубу уже чуть более полугода, мы открылись в июле. Знаете, это... Я не скажу, что это была какая-то детская мечта, какая-то страсть, когда я играю в игры и мечтаю открыть компьютерный клуб. Это, наверное, была все-таки отклик на запрос рынка. Мы видим, что эта сфера сейчас динамично развивающаяся. Это досуг, который доступен практически каждому, потому что он достаточно доступен финансово. И этот отклик мы услышали и сделали крутой проект, который, в принципе, уже нашел признание. В мое время компьютерный клуб были, знаете, такой вот истории про «у тебя дома нет компьютера, поэтому ты пришел сюда, да, и поиграл». То есть это было больше... Ну, тогда мало кто мог себе позволить это удовольствие. Зачем сюда приходит, если компьютер есть дома? Сейчас эта потребность снова возвращается, потому что ваш рабочий компьютер не потянет те игры, которые тянет игровой ПК. И цена игрового ПК, ну, стандартно хорошего, сейчас будет в районе 160 тысяч. Опять же таки, это не маленькие деньги, не каждый может себе позволить купить данный аппарат, если можно так сказать. Это первое, да, почему люди ходят в клуб, не у всех есть мощный ПК. Второе, и, наверное, более важное, это ощущение общество, комьюнити. Люди сюда приходят за настроением, за эмоцией, за общением. Это место встречи. Это то место, где тебя не побеспокоит и не отвлечет ничто иное. И ты либо со своими друзьями и с игрой, либо если ты приходишь поиграть один на один с этим миром, в который ты максимально погружаешься. А тебе еще и принесут напиточек, и еду разогреют, и вообще админ улыбнется тебе при встрече. И жизнь прекрасна, да. Индустрия развлечений, насколько она вообще развита в Крыму и в Евпатории в частности? То есть, насколько, ну, то есть у нас же стандартный набор развлечений для, я бы сказала, стереотипный набор развлечений в Крыму, как у курорта. Да, и вдруг появляются вот такие истории или возрождаются. Да, то есть насколько вообще пестра, разнообразна индустрия развлечений у нас? Я думаю, что в рамках Крыма, если не смотреть лето, к примеру, Евпаторию берем, то количество развлечений очень ограничено. Сходить в кофейню, сходить в кино, прогуляться по парку, что, пойти в компы или посидеть на заправке, бургеры покушать. Да, это тоже есть часть развлечений. Поэтому я бы сказал, что и сфера развлечений у нас не занята. Есть еще достаточно широкие пространство для маневров. И как раз-таки ПК-клубы сегодня это очень актуально. Потому что если посмотреть, вот, допустим, вы пойдете в кофейню, на одного человека вы купите кофе и десертик потратите минимум 400 рублей. Да, если вы пойдете парочкой, ну, рублей 700-1000 точно в кофейне отложите. Здесь за 500 рублей вы будете играть либо всю ночь, либо с пакетом 5 часов. Это целая куча досуга за относительно небольшие деньги. Что это за комьюнити, которое здесь собирается? То есть вы когда говорите, я сразу думаю, там фаны футбольные, например, да? Я так понимаю, что здесь немножко другая история. Похожи ли эти комьюнити? Нет. Здесь люди притягивают людей. Здесь внутри нашего комьюнити еще много своих мини-комьюнити. Потому что сюда приходят с друзьями. У нас сработала такая история, у нас есть закрытый чат, называется контра-банда. Мы там собираемся играть в Counter-Strike, уже в нем где-то 70 человек, и он такой очень локально закрытый, только по приглашениям туда вступает. Так вот, хочешь сыграть, пишешь, давайте вечером сбор 8, человек 20-30 заходит, общается, играем целой толпой на толпу, весело проводим время. Не только... Игра там недалеко на первом месте стоит, то есть... Игра и общение. Братья ваши, вы в одном чате, в одной команде с братьями? Мы в одной команде по жизни с братьями. По жизни? По жизни, и в этом проекте мы тоже в одной команде, мы все равные партнеры. Поэтому этот проект мы вместе запускали своим трудом, временем и желанием
сделали его таким, как он есть. Мы местами все еще традиционалисты, да, и определенными местами, да, то есть мы уже как бы вырываемся из этих рамок, но тем не менее что-то остается в нас еще на уровне рефлексов. И вот репутация – это часть вот этой традиционалистской, скажем так, рефлексии. Без оценочных каких-то суждений абсолютно, да, это может быть и с плюсом иногда, да, то есть как институт репутации, окей, да, то есть ты думаешь о своем реноме, что называется. Ну, а местами это, знаете, так иногда зашкаливает, да. И вот что касается бизнеса, то есть насколько репутация в бизнесе важна, насколько репутация твоя в какой-то деловой сфере важна, да, насколько слово имеет значение, да, то есть мы помним, что раньше у нас такие ахайские сделки были, да, в определенное время, да, то есть сейчас у нас эта история рационализируется, мы сегодня заключаем договора, либо мы верим на слово. Опять же таки, регионально, если рассматривать Крым регионально, тут репутация более важна внутри нашего комьюнити, нежели если рассматривать там масштаб материковый, да, потому что все равно мы закрытое общество. Мы закрыто. Ну, даже весь полуостров – это закрытое общество, как ни крути. И та репутация, тот твой бэкграунд, который ты несешь за собой, он, безусловно, влияет на твое будущее. Но если говорить о каких-то ахайских сделках, да, там дали по рукам, и все, это значит железо, наверное, это все постепенно уходит в прошлое. Мы уже живем в мире договоренностей, договоров, подписей, и бумажка уже имеет силу. Поэтому, если вы делаете бизнес, если вы начинаете делать бизнес, наверное, вот, если вы начинаете делать бизнес, не рассчитывайте на ахайскую договоренность, а подкрепляйте все бумагами. Как бы доверяй, но проверяй, так же говорят. Ну, я не просто так задаю этот вопрос, потому что, ну, я лично там была свидетелями, когда там условно два друга создали какой-то бизнес, а в результате как бы не сложилось. И вот то самое хайское слово, оно, к сожалению, ну, не выдержало проверки временем. Поэтому и вот в моем поколении таких историй много. То есть ваше поколение сегодня больше полагается на все-таки договора, на документы? Я думаю, что сейчас уже идет симбиоз того, что ты и доверяешь человеку, но при этом используешь и договор. Это нормально. То есть это не выглядит так, что «а давай подпишем договор». И ты такой: ну, он мне не верит, зачем это надо, все, ты мне не брат, ты мне не друг, до свидания. Это нормально. Так должно быть. Так должно быть. Да. Про закрытое общество вы сказали, что полуостров закрытое общество, ну и мы отчасти тоже закрытое, да? Как для вас это проявляется и как вы оцениваете эту историю? То есть нужно ли нам открываться, да? Главный вопрос сегодняшнего дня. Я переиначу свою фразу «закрытое общество». Я вкладывал смысл в эту фразу в том, что мы крутимся плюс-минус в одном кругу. Если смотреть бизнес, и даже не только крымско-татарский бизнес, все равно это плюс-минус одни и те же лица. И тем показана эта закрытость общества, тем, что нас мало, и мы все друг друга знаем практически. И когда кто-то появляется новый на рынке, о нем тоже быстро узнают. Не тем, что мы закрыты на что-то внешнее. Мы к внешнему очень даже открыты и готовы принимать. А тем, что наше комьюнити, оно уже довольно-таки сформированное и тесно связанное друг с другом. Наверное, так. Войти в это комьюнити, то есть вход-выход свободен? Да, конечно, да. Да. А комьюнити, оно такое не токсичное, скажем так, то есть оно принимает новые лица, либо за тобой должна быть какая-то история? Если мы говорим конкретно о крымско-татарском комьюнити, да, то мне кажется, что здесь наша большая сила. Ну, и я надеюсь, что большая часть крымских татар будут считать, как я, что крымский татарин крымскому татарину всегда идет навстречу. Если у тебя есть выбор, где брать, с кем сотрудничать, с кем делать B2B, то это, безусловно, твой единомышленник
единоверец и брат, сосед, друг, Товарищ. товарищ. Да. Давайте для зрителей уточним один нюанс, и мне кажется, он очень важный. Да? То есть вы все-таки из предпринимательской семьи, да? То есть принимать решения, реагировать на какие-то изменения в обществе, следить за какими-то трендами, это все-таки история про такой предпринимательский взгляд. И научились ли вы этому в семье, то есть вовне где-то этому научились? То есть у вас была возможность подсмотреть, как это происходит. Вот этот опыт семейный, и вы включены были с детства, получается, в эти процессы, в эти истории, насколько он вам помогает, да, не набивать своих шишек, условно говоря, да, насколько помогает уже, так сказать, через эту оптику пропускать все? Безусловно, то, что я рос в семье предпринимателей, и мое ближайшее окружение тоже занимается бизнесом, повлияло на формирование меня как личности и на те решения, которые я принимаю. Моя мама говорит: я дочь печника, а ты сын бизнесменов. Мы разные. На самом деле это так. И я рассматриваю это как плюс, потому что у меня есть тот бэкграунд, который я могу не нарабатывать, а уже использовать. Ошибки старшего поколения применимы ли в моем случае? Научился ли я на них? Нет, конечно, не учился. Я их не проживал. Знаю ли я о них? Наверное, каких-то знаю. Возможно, каких-то я знаю косвенно, исходя из того, во что это все пришло. Да? Те ошибки, которые я набиваю сам или буду набивать в дальнейшем, безусловно, очень важны. Надеюсь, что на моем пути будет больше успехов, нежели ошибок. Ошибка, конечно, дает 10-кратный опыт, но иногда не стоит полагаться, иногда не стоит зацикливаться на те ошибки, которые прошло предыдущее поколение, потому что они были в другое время. И То сейчас есть тот опыт неприменим? Он, безусловно, применим, но не всегда. Есть моменты, где опыт предыдущего поколения может тебя сдерживать от достижения чего-то. Потому что, допустим, возьмем какой-нибудь пример, Балам. Я торговал огурцами, на них низкая наценка, я прогорел, еще и год был плохой. И ты думаешь, я никогда не высажу огурцы. У меня отец прогорел на них, да? Наверное, надо сажать огурцы, потому что этот год хороший. И наценка на них выросла, и спрос стал больше. И зимой теперь едят огурцы. Надо сажать огурцы в теплицах. Всё-таки. Да, это один из примеров. Безусловно, надо полагаться на опыт старших поколений, если он имеется. Но и свои ошибки, свои достижения добивать. Для вас история депортации, как вы ее для себя трактуете, как вы ее интерпретируете для себя? Какое место она занимает в вашем сознании? Это тоже для меня вопрос, о котором я думал. И, наверное, мое мнение может не совпадать с мнением большинства. Безусловно, для меня история депортации занимает определенное место в моем мировоззрении, в моем формировании как личности. Я помню, я делюсь этим, но я не строю на этом всю свою жизнь, потому что есть момент, когда какая-то ситуация переходит в культ. Я бы не хотел, чтобы это переросло в культ. А что для вас быть крымским татарином? По каким параметрам вы себя определяете? Вот поэтому я есть крымский татарин. Я крымский татарин по праву рождения, если можно так сказать. Для меня это ответственность. Я должен держать марку, я должен быть лучшим, чтобы показывать. Для кого? Для общества. Для общества? Для какого общества? Внутри крымских татар нужно это постоянно? И для внутреннего, и для внешнего. Ведь, по тебе судят о твоем народе. Наверное, в Крыму это не так сильно, потому что здесь есть какие-то уже сформированные клише, сформированные мнения. Ребята, которые находятся за границей, больше являются лицами своего народа. Да? Но для меня быть крымским татарином – это, во-первых, привилегия, я считаю. Привилегия? Безусловно. Во-вторых, это ответственность. Почему привилегия? Это круто, мы в таком обществе живем. Мы изначально... Ты когда крымский татарин видишь других крымских татар, тебе легче. Ты живешь в социуме, для тебя открыты какие-то двери, которые закрыты для других.
у тебя есть воспитание, которое недоступно другим. Поэтому я считаю, что это привилегия. А что в нашем воспитании самое ценное и самое важное? Что отличает от воспитания? Ну, плюс-минус, мы-то все в одинаковых параметрах, хочется надеяться, воспитаны, то есть моральных ориентирах каких-то, да, человеческих показателях. Я думаю, что наше воспитание, оно отличается тем, что все-таки преемственность поколений у нас более видна. И это уважение между поколениями, оно очень важно и влияет большую роль к нашему восприятию и друг друга, и мира в том числе. Мы относимся к старшим с уважением и к миру с уважением, и ждем этого уважения к себе. Поэтому, когда все друг друга уважают, из этого получается отличная история. Как вы относитесь к монетизации вот этой истории, когда эксплуатируется какая-то страсть, да? То есть в любом случае компьютер это он притягивающий, игра притягивающая, да, и есть вот эти вот моральные границы, да, когда, грубо говоря, вы делаете деньги на, не хочу сказать зависимости, да, но определенные страсти точно. Это вопрос глубокий. Но я считаю, что в наше время разделять киберспорт и твое существование в интернете от твоего реального существования уже нельзя. Для многих игра не является зависимостью. Для многих игра является тем самым отвлечением. Это то, куда ты уходишь, чтобы отдохнуть, а не для того, чтобы заинтересоваться и ревностно поглощать этот контент, который тебе дают. И опять же таки, да, если смотреть с точки зрения того, зависимость ли это, если вы обратите внимание, то киберспорт, наверное, сейчас одно из самых перспективных направлений, которое развивается в любой стране. И это неспроста. На базе ПК-клуба вот мы сейчас разрабатываем модель обучения детей на базе игр. Есть такая история, когда ребенок занимается тем, что ему интересно, и параллельно обучается. Математика, физика, софт-скиллы. Поэтому нельзя воспринимать ПК-клуб исключительно как историю про зависимость. Это самое дальнее, что мы применяем. Да? А во что сейчас играют обычно? 70% Counter-Strike. Там еще к этим 70 еще какой-то процентаж Dota и все остальное. Вот 80% это Counter-Strike, Dota. А у посетителей в основном ребята молодые? Разные возрастные категории посещают наш клуб. А гендерные? И гендерные в том числе. Девчонок много бывает? Бывает, да. У нас прям есть постоянные девчонки, которые втроем приходят в трио, в комнатку отдельную, им там парни не мешают, никто не мешает, сидят, кайфуют, играют. А если мы рассматриваем дневное время, это больше ребята со школы или с колледжей. Если мы рассматриваем время уже более позднее, это ребята от 20 до 40 лет. Вот эта разница, вы замечаете ее между предыдущим поколением и сегодняшним вашим поколением? То есть в чем она проявляется? Очевидно, что она есть, а вот в чем она проявляется? Если мы не говорим про гаджеты, если мы не говорим про цифровые платформы и так далее, да? В восприятии мира, в оценках чего-то, вот в чем оно? Да, и разница, безусловно, чувствуется. Есть такое выражение: если ты в молодости не революционер, ты дурак. А если ты в старости не консерватор, ты тоже дурак, да? Мы разные. Молодое поколение, оно всегда более активное, более бурно развивающееся. На то это и молодость, что у вас есть энергия и силы на то, чтобы свернуть горы и сделать что-то новое. Наше поколение сейчас в социуме точно разнятся. И у нас уже даже не одно поколение, да? У нас уже как минимум 3 поколения, которые сейчас вполне еще в силе, да? И каждая из них чуть отличается от другого. А если мы говорим о разнице между вами и теми, кто после вас? Она тоже есть. Тоже она есть? Она тоже есть, да. Поколение... я на стыке. Я себя не считаю прям миллениалом. И я бы не сказал, что я зумер. Я что-то посередине. Зумеры, нынешнее поколение, они совсем другие. Для них очень важны вот эти личностные границы. Они знают... думают, что знают себе цену.
но они не привыкли давать результат сначала, а потом получать. Они сразу четко говорят, я вот буду вот это за вот это. И их тяжело удержать. Внимание, концентрацию. То есть где-то есть плюс, что у них вот эти soft skills прокачаны, да, но когда требуется что-то большее, бывают проблемы. Говорят, что они еще очень зависимы от признания, да, от проявления. А насколько для вас важны эти истории? Я думаю, что любой человек зависим от признания. Ну, практически, да. Есть разные степени признания, да, там финансовые, ну, давайте так, материальные и нематериальные. Окей. Зарплата – это твое материальное признание. То, насколько тебя оценивает твой работодатель, и то, насколько ты сам себя оцениваешь. Почему одни сразу идут на должность администратора, да, там, допустим, сейскатца, а другие сначала начинают с официанта. Это только от вас зависит в вашей голове, как вы хотите, на какой должности вы стоите. И поэтому материальное признание – это то, вот оставляем в стороночку. Есть нематериальное признание. Это похвала, это там, когда тебе говорят, ты молодец. Большинство людей будет работать лучше и будут выкладываться больше, если их будут признавать, их будут хвалить. А вот если мы говорим о признании в фокусе нашего общества, да, то есть мы сейчас проживаем историю, когда, или этап нашего общества, когда, ну, мы вот буквально все в телефоне, мы выставляем что-то, нам важно что-то похвастаться, выложить, да, чем-то удивить, снять в сторис что-то и так далее. То есть, ну, в конце концов, наши свадьбы, да, то есть это отдельный вид искусства, как я говорю, да, это целая индустрия, во-первых, да, которая очень такая быстро развилась, и, да, мне кажется, она как раз достигла своего такого апофеоза, апофигея. Да? Согласен. Да, вот если оценивать с точки зрения проявления, признания в обществе, то есть как общество рефлексирует на эти штуки по вашим ощущениям? Признание в интернете и признание... ну, интернет сейчас стал частью нашей жизни, да? Да? Вот если мы рассматриваем конкретно интернет или в целом? В целом. То есть насколько это опция, чтобы ты был на виду, чтобы тебя признавали, твои какие-то социальные, там, либо экономические, либо иные статусные успехи были оценены, скажем так. И это в нашем обществе есть. Безусловно, сейчас сейчас важен личный бренд. Будь то бизнес, будь то жизнь. Личный бренд, он дает тебе какой-то буст. Да? Буст – это ускорение. Мы до этого с вами общались о том, насколько важна ваша репутация. Вот как раз-таки там какие-то... чем чаще ты мелькаешь, тем больше людей тебя знают, да? И там уже ты свою репутацию подкрепляешь действиями. Если ты делаешь хорошие дела, там ведешь отличный бизнес, да, там даешь какую-то пользу людям, не обязательно бизнес. Может быть, ты занимаешься творчеством, и для тебя как раз-таки призвание в интернете очень важно, чтобы о тебе знали. Это классно, пусть будет так. Ну, когда интернет – это инструмент. Если ты просто там снимаешь там свой обед, ну, нет в этом смысла. Ну, и для кого-то даже и в этом смысл есть, да, безусловно. Если ты блогер, который ориентируется на будничную рутину, то снимай свои обеды, как ты их готовишь и кушаешь. Да, наверное, это хорошо. Пусть будет такое признание. Пусть будет? Пусть будет, да. Если говорить в контексте, опять же, семьи, да, и вот того опыта, который есть у вашей семьи, а что вы унаследовали больше, да, то есть что вам для вас важнее? Тот экономический старт, который вам дала семья, социальный капитал, символический капитал? Безусловно, самое важное – это то воспитание, то видение, которое мне дали мои родители, да, и дала моя семья. Я не отделяю свою семью, там, родители, братья, у нас большая семья, вот мы все семья. И мы каждый друг друга чему-то учим. Не только старшее поколение, младшее, и младшее поколение уже старшее, да, что-то показывает. Мы друг друга поддерживаем и вместе развиваемся. И самое важное – это видение, это направление, способность анализировать, мыслить и не у всех есть эта возможность и способность, даже среди, там, ты можешь быть 30 раз сыном кого угодно, и у тебя может не быть видения. Такое бывает. А может ты быть абсолютно простым парнем, и у тебя может быть крутое видение бизнеса, и ты вот раз и попер. Наверное, здесь симбиоз работает. Экономическая составляющая важна,
точно. Но в нынешних реалиях она не настолько важна, как мы привыкли об этом размышлять. Что-то вот здесь с бабками решилось, вот здесь там деньги дали, здесь еще что-то. В наши дни можно найти инвестора. В наши дни можно сделать крутой бизнес-проект и привлечь инвестиции извне. Это реально у нас в Крыму? Да, это вполне реально, это конечно. Рабочая схема? Это абсолютно рабочая схема. Просто когда вы ищете инвестиции, надо понимать, как вы должны к этому подойти с умом. У вас должен быть бизнес-проект, финансовая модель. Вы не должны прийти и сказать, да вот, я думаю, что шаурма – это тема. Пойдем крутить роллы и шаурму делать. Вы должны просчитать все. И когда вы грамотно подходите к поиску инвесторов и к составлению бизнес-плана, вы обязательно их найдете. Есть английская аббревиатура, да, 3F. По-русски она, интерпретируя на русский язык, ищи сначала у родственников, потом у друзей, а потом у дураков. Да? Начинайте вот так постепенночку свой круг расширять. Это ваш лайфхак или совет? Нет, я вот как раз-таки тот дурак, который повелся на инвестиции. Не повелся, нет. У меня есть какие-то проекты, где я участвую как инвестор. Это, На что вы в первую очередь обращаете внимание как инвестор? Что для вас важно? На финансовую часть. На окупаемость. На своевременность данного бизнеса в данной среде. Что для вас бизнес в таком случае? Это в первую очередь прибыль? Лично для меня бизнес есть разный. Какой-то бизнес в первую очередь идея, а какой-то бизнес в первую очередь прибыль. Но, безусловно, успех твоего бизнеса оценивается в финансовых результатах. Возвращаясь к семье и к капиталу, который вы унаследовали, да, там экономический, символический, социальный, что в большей степени сыграло вот эту роль? Символический. Символический? Да. Для зрителей мы скажем, что символически это семья, это репутация, это то, что, как говорится, достается нам в наследство от семьи, да, все эти лайфхаки как раз-таки. Видение, да. Визия определенная, да. Видение, воспитание, понимание рынка. Молодежь наша уже автономна, или она еще рефлексирует на тему, а что скажут старшие? То есть мы вышли уже за пределы послушать мнение старших, да, или обидеться на мнение старших? Какие у нас сегодня взаимоотношения вот в этом контексте, и особенно в контексте бизнеса? Мне тяжело сказать за всю нашу молодежь. Мне кажется, мы такие разные, и семьи такие разные, да. Вы сейчас для меня, знаете, как респондент, который крутится в определенной среде, и вот я хочу... Я понял. Да. На моем фоне вы будете примерно группу нашу вот эту социальную или туда, или сюда двигать. Я думаю, что, наверное, по-разному бывает. Но надеюсь, что в большинстве семей работает это таким образом, что молодежь принимает собственные решения, опираясь на опыт старших поколений. Вы полагаете так? Я бы хотел, чтобы так было. Хотели? Да. А как на самом деле? Опять же таки говорю, мне за всех тяжело сказать. Из того, что вы видите вокруг, то есть насколько часто там кто-то прибегает условно к старшему представителям в этом бизнесе, советуется, да, в конце концов родители есть, насколько это... Я думаю, что, наверное, чем дальше, тем больше люди двигаются самостоятельно. Самостоятельно. Потому что, да, и в целом общество, как ни крути, оно становится более локальное. То есть если... Проблемы, они объединяют общество, да? И когда в определенные этапы жизни нашего народа мы были полностью каждый друг другу объединены. Чем легче времена, тем более локализируется вся эта история, да? Уходит в рамки твоего города, твоего района, твоей семьи. Наверное, нас тоже ожидает эта локализация, да? И когда ты локализирован, ты уже не идешь спрашивать у соседа, который успешен, как тебе делать в том или ином моменте, какие решения принимать. Ты их принимаешь сам. Вы в семье самый младший. Да? У нас как-то в Меркезе Плюс была Риана Ханум, которую все в основном знают как Риану юрист. И она тоже, кстати, младшая в семье. И она полагает, что когда ты младший, тебе, скажем так, немножко больше дозволено, ты более уверен, у тебя закрытые тылы и так далее, и так далее. Да? То есть в вашем случае это так же? Либо братское сообщество, но немножко по-другому работает, чем когда у тебя 2 или 3 старших сестры?
Я, знаете, как думаю, что... Судя по тому, что вы в 14 начали на братьев работать, оно по-другому, да, работает? Да, оно работает по-другому, да. Нет, на самом деле есть в этих словах правда, но я думаю, что это обусловлено тем, что когда ты младший, будь то брат в семье или сестра, опыт твоих братьев передается тебе. Тебе не стоит проживать и проделывать тот же путь, как они. И в свои, там, допустим, 28 лет я уже живу с опытом моих братьев, что позволяет мне, соответственно, быстрее добиваться каких-то результатов. Быстрее становиться на равных с ними, да? Или там преодолевать, расти. Поэтому это опыт, умноженный на опыт. Опыт, умноженный на опыт. Да, это вин-вин. Вин-вин. А для вас братья всегда были примером, ориентиром каким-то? Да, Да? точно, безусловно. А главный урок, который они вам преподали? Ну, главный урок, да в целом наша жизнь, она Полна поучительна, уроков. да, полна уроков. Это братское воспитание. Никто, кроме тех, у кого есть старшие братья, не поймут, насколько это ценно. Поэтому у кого есть старший брат или два, тот меня точно поймет и без слов. Без слов? Да. То есть это невозможно словами писать? Думаю, что да. Опять же, была ли разница в том, как воспитывали вас и как воспитывали ваших братьев? Вот вы замечали, что вам там позволено немножко больше, чем кому-то, чем вашим двум старшим? Была. Была? Разница была. Мы воспитывались в разное время. Когда росли мои братья, это было время возвращения в Крым, становления на ноги. Я уже рос при активном росте, активном развитии. Поэтому, наверное, как младшему и любому младшему достается больше любви, а просто вот именно любви. С него не так требуют. Старшего могут гонять, делать, пытаться из него сделать то, что хочет родитель, а младшего иногда просто любит. То есть вот эти мемасики, которые в интернете тиражируются, они правдивые, да? Я думаю, что да. Да. Еще хочу заметить такой момент, что в нашем воспитании у нас такая модель, что не через похвалу все идет, а через, наоборот, такой хороший золотой шамар. Шамар, двигатель Да. прогресса. Двигатель прогресса, да. Поэтому мы в этом похожи. В этом похоже. Да. Много шамаров съели? Достаточно. Достаточно. До сих пор ем. До сих пор воспитывают? Ну, бывает, да. Родители не всегда родители. Ну, родители. Они ну, в любом возрасте будут переживать за своего ребенка и стараться ему дать какое-то напутствие. Поэтому надо его принимать с уважением, с достоинством, слушать и принимать свои решения. Чем для вас сейчас ценны они? То есть если вот откинуть опыт бизнеса, откинуть опыт просто человека, прожившего достаточное количество лет и повидавшего разные формации, да, там, и разную историю в разных контекстах, чем для вас они сейчас важны? Ну, безусловно, той любовью, которую они дарят. Родители, да это... Родители... Важность родителей неизмерима словами, понимаете? Наверное, наши взаимоотношения, безусловно, перешли на новый уровень. Сейчас они воспринимают меня как взрослого человека и уважают мои мнения, мои решения, да. Но та любовь и тот трепет, который присутствует между отцом, сыном, матерью, ребенком, он, безусловно, остается. Я думаю, что навсегда. Будь то родители 80, 90 или 30 лет. Я хочу, чтобы они были счастливы. Они, наверное, будут счастливы, если у меня будет крепкая семья, много детей, и я со своими братьями буду крепок и близок. Пока у нас все успешно получается. Получается. Да. У меня недавно родилась дочка, ей 10 месяцев. Да. Такая малышка тоже родилась в том же роддоме, что и я. То есть мы уже кизлевцы коренные в 2 поколениях, вернувшиеся. Вообще, конечно, это наша Гораздо родина изначально. больше Гораздо больше. Мой Харбаба, Миджит, это Анашкин Баба. Он жил в поселке Болигаджи. Это от Ромашкина 5 километров. Мы буквально вернулись в ту свои местность, места. откуда нас выселили. Да.
Есть еще один миф, и он связан очень часто с представлениями о Крыме извне, что называется, да, что из Крыма очень тяжело мыслить глобально. Это, как по-вашему, это миф или есть в этом доля правды? Глобальность мысли вообще не зависит от места, где ты находишься. Она зависит исключительно от человека. Есть люди, которые мыслят глобально, есть люди, которые мыслят регионально, есть люди, которые мыслят локально, есть люди, которые мыслят одним днем. Да, там. Вообще глобальностью мысли обладает очень маленькое количество людей. Поэтому территория абсолютно не важна. Исключительно человека и его способности? Только человек. А как бы место определяет твои взгляды? Вот есть такая история, что и, соответственно, сложно. Скажите, пожалуйста, в автобус 6 не знаете, когда мы встали, народу у вас никого нет. А вот смотрите, вы проходите вот туда дальше по дороге, налево. Сейчас объясните вот это. Рекламная пауза. Рекламная пауза, но часто такое случается? Бизнес, маршруты, Яндекс.Карты, все дела. Да, очень часто. Особенно летом. Особенно летом. Летом, когда мы здесь... У нас такие тоже тусовочки бывают. Пойдем хаве попить, флэт white, какой-нибудь айс, латте, эспрессо-тоник. И люди, туристы часто спрашивают. Ну, это неизбежность курортного города. Да, это здорово. Это возможность нам еще раз проявить свое гостеприимство. Уделить внимание человеку и влюбить его в наш город. Если вы не суеверный, задам вам один вопрос. Есть ли бизнес какой-то проект, который, вот, о котором вы мечтаете, но пока вы его еще не запустили, он где-то у вас пока в мыслях? Опять же, если не суеверный. Я не суеверный, это точно. Поделитесь тогда. Мы сейчас размышляем. У нас есть один проект, который мы будем реализовывать. Это, опять же таки, я там как инвестор. Это Кавабанга в Евпатории новая. Да. И если смотреть именно проект, где я занимаюсь бизнесом, то мы сейчас рассуждаем о следующей релокации компьютерного клуба. А что бы вы хотели изменить в крымскотарском обществе? Что убрать, что добавить? Есть то, что вот вас триггерит, прям вот не хочется этого наблюдать, а есть какая-то изюминка, за которой вот вы держитесь, и она вас питает? Да, крымскотарское общество, такой вопрос довольно-таки провокационный. Но классно, да, они такие должны быть. Я бы, наверное, хотел, вот мы затронули тему свадеб, я бы хотел изменить вот конкретно вот этот момент. Мне кажется, что, как вы сказали, что эта индустрия очень быстро развилась, но она также очень быстро выгорела. И тот формат свадеб, который сейчас с пафосом, с кучей гостей, он уже не актуален. Наверное, это должно становиться более камерное, более душевное мероприятие. Не показуха, а действительно праздник жизни. У наших поколений разных уже разные интересы. И когда одни танцуют, а для других вот так по духу музыка стучит, одни недовольны тем, что громко, а другие недовольны тем, что свадьба тухлая. Поэтому можно уже и разделять наши свадьбы на несколько частей. Не обязательно приглашать всех родственников по 20-е колено. Приглашайте того, кого вы хотите видеть у себя. Есть другая мысль, и ее однажды озвучила Зоря Ханумпенко в одной из наших программ. Она говорила, что свадьба не для вас, не только для жениха с невестой, это такой себе отчет перед родственниками, да, там, перед обществом, о том, что ты такой хайрлы и влято стурнун, как говорится, да, и вот накопил достойного члена свадьбу. общества, и вот ты, скажем так, отдаешь его, либо принимаешь кого-то нового в семью, и вот это вот измеряется такими штуками. Я не разделяю данное мнение. Я думаю, что это показуха чуть-чуть. Не, ну в сегодняшнем исполнении может быть. Содержание может быть разным, а вот сама семантика, скажем так, да. Это, наверное, вот здесь опять-таки разница мнения разных поколений. Так, наверное, думает поколение постарше. Что вот я должен показать своим родственникам, что я сделал вот такую свадьбу. Меня звали, и я позову. Да зови кого хочешь. Кого хочешь видеть, того и зови. Зачем тебе звать того, кого ты видишь раз в 3 года? Раз в 3 года? Ну, это такое сейчас, да, такое мнение. Я вкинул, сейчас пойдет комментарии разные всякие. Но как бы это мое видение, что лучше звать того, кого ты действительно хочешь видеть. Что для вас Крым? Дом. Это дом, это многогранный полуостров, который прекрасен в своем разнообразии. Как ландшафтном, так и эмоциональном. А кем вы себя больше ощущаете? Там, вы больше наследник, да, или вы архитектор чего-то нового? Классный вопрос.
на который я вам не дам ответ. На Замечательно. него даст ответ время и дела, которые покажут, архитектор я или наследник. Сагунус за этот разговор. Сагунус вам.